Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Учебный год подходит к концу, ученики младших и средних классов с нетерпением ждут выставления итоговых оценок, а выпускники активно готовятся к предстоящему поступлению в другие учебные заведения. Подробнее о том, как пройдет экзаменационная пора в этом году, мы поговорим с гостем нашей студии, министром образования республики Нургуной Соколовой. Нургуна Афанасьевна, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу начать, собственно, с актуального. Учебный год близится к концу, уже, как я и отметил. Давайте обозначим главные успехи и учеников, и, конечно же, учителей в этом году. Ну, во-первых, да, как вы отметили, это волнительная пора для всех обучающихся. Те среднее звено, начальное звено, конечно, они ждут летних каникул. Ну и самый волнительный период это для наших выпускников. Да. В этом году у нас школы заканчивает 11 класс 7075 выпускников, да, а 9 классы 14 тысяч обучающихся. Так? Если мы говорим об успехах этого учебного года, а учебный год это у нас 1 сентября до конца июня месяца, да, то обязательно нужно отметить, что прошлый год у нас был по Российской Федерации год педагога и наставника. Соответственно, широкомасштабные мероприятия, меры поддержки для наших педагогов. Очень много мероприятий для учителей было проведено. Одних только конкурсов профессионального мастерства, 22 наименования у нас в республике прошло. При этом нужно отметить, что наши учителя, в принципе, достойно представили республику на финале всероссийских конкурсов профмастерства. Да, этот год у нас ознаменован годом детства в республике Саха-Якутия. Это тоже очень много мероприятий, планов для наших детей. Да. Вы, наверное, уже слышали про карты юного жителя Якутии. Мы планируем, что с 1 сентября мы уже начнем раздавать эти карты. Да. Значит, это сертификаты для наших старшеклассников, для того, чтобы, обучаясь в школе, они получали рабочие профессии, компетенции. Да? Ну и, конечно же, много других мероприятий. Так, надеюсь, что тот указ, который Арсений Сергеевич подписал к концу прошлого года, он как раз-таки будет способствовать дальнейшему развитию нашей системы образования в республике. Ну, собственно, успехов более чем достаточно у обеих сторон, и у преподавателей, и у учеников. Я думаю, их будет еще больше уже в наступающем учебном году. При этом, да, меры поддержки и для обучающихся, показывающих очень хорошие результаты, да, достижения во Всероссийской олимпиаде школьников, да, значит, в спортивных соревнованиях, которые у нас проводятся в республике, да, и в демонстрационном экзамене, если мы говорим о студентах среднего профобразования, да, ну и педагогов, которые их поддержали, подготовили к этим соревнованиям. Так? Меры поддержки для наших молодых учителей, которые планируют свою будущую жизнь и трудоустраиваются в наши школы и садики. Да? Вот это все последние решения нашего правительства и главы республики. Ну, я думаю, они будут идти только на пользу всему нашему и преподавательскому составу, и, конечно же, учащимся. Нургуна Афанасьевна, хочу спросить такой немножко философский вопрос. Как считаете, количество учеников, которые набрали 100 баллов по ЕГЭ в школе, это сигнал тому, что в эту школу нужно отдавать ребенка, или у каждого школьника есть шанс отличиться? Здесь бы я все-таки ориентировала на все-таки конституционные права каждого обучающегося. У нас должны быть равные условия во всех школах, будь то лицей, гимназия, либо маленькая школа в районе. Да? Качество подготовки должно быть одинаково. В зависимости от способностей и возможностей этого ребенка, да, и учителей, которые их готовят, так, здесь уже достижение, да, наивысших результатов, конечно же, должно быть. Требования общие по Российской Федерации мы должны выполнять, будь то в любом образовательной организации. Ну что ж, давайте перейдем к актуальной горячей теме, по которой мы сегодня, собственно, и собрались в большей части. ЕГЭ. Сегодня прошел первый экзамен по иностранному языку, но в этом году есть ряд нововведений. Например, есть возможность пересдать один из предметов. Давайте поговорим об этом подробнее. Ну, да, действительно, мы стартуем с первого, дисциплины, английский язык, да, основной государственный экзамен на базе 9 классов. Далее, это уже, ЕГЭ, да. Нововведение этого года, этого, наверное, все уже слышали, то, что президент страны дал возможность пересдать единый государственный экзамен.
Да? Тем самым, если выпускник не удовлетворен своим баллом, то он может за 6 дней до начала, но не менее чем за 2 дня до начала экзамена, да, подать заявление. Но при этом нужно учитывать, вот точно так же, как на апелляциях, да, что если наберет выпускник, значит, баллов уже меньше, то и, соответственно, понижение баллов будет. То есть эти баллы и засчитаются? Да, поэтому тут нужно ориентироваться на свои силы. Конечно, всякое случается, что разволновался, хотя и готовился, все знает, да. При этом определены уже даты, да, это 4 и 5 июля. И получается, что выпускник для того, чтобы поступить в ВУЗ, он выбирает обязательные дисциплины математика и русский, ну и выбирает, допустим, 2 дисциплины, да, еще дополнительно. Соответственно, одну из них он может пересдать. Миргуна Афанасьевна, я хочу напомнить и вам, нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Ну, если мы все-таки заговорили с вами про сроки сдачи ЕГЭ, я предлагаю поговорить о текущей ситуации. В Намском районе сейчас в связи с непростой ситуацией, как будут школьники сдавать единый госэкзамен? Вот, да, действительно, в Намском районе у нас 16 подтопленных, значит, населенных пунктов, в том числе 6 пунктов проведения ЕГЭ подпали, да. Но, значит, необходимо отметить, что вода уже отступила, и практически наши школы, значит, уже можем мы создавать вот эти пункты проведения, условия в пунктах проведения экзамена. Да, ситуация в Алекминском, допустим, там, значит, иная. Дело в том, что в свое время, уже несколько лет, практикуется подвоз обучающихся с деревень в город Алекминск для того, чтобы в едином пункте проведения экзамена сдавать, значит, экзамен, да. Ну вот, допустим, с 1 ноября выпускник, который будет послезавтра сдавать экзамен, да, он завтра уже переедет в город Алекминск, переночует спокойно и будет сдавать в спокойной обстановке в пункте проведения ЕГЭ. Да. Значит, вот, конечно же, мы должны обеспечить значит, все условия для того, чтобы наши выпускники спокойно смогли сдать итоговые экзамены. Да? Значит, по Намскому району там у нас 2 обучающихся, которых, значит, сейчас вот не будут первый день экзамена, не будет возможности сдать. Их мы по согласованию с родителями и с учителями предлагаем перевести в резервные дни. Резервные дни, они сохранились, в принципе, это вот как раз-таки для того, чтобы дать возможность выпускникам сдать экзамен в хороших условиях. Ну, в общем, я уверен, что без внимания никто не останется, обязательно все единый госэкзамен сдадут в сроки установленные. Да, и плюс еще выпускники колледжей и техникумов тоже сдают аналог, так скажем, единых государственных экзаменов, это демонстрационные экзамены. Да, у нас в Намском районе Намский техникум тоже попал под подтопление, и выпускники должны были сдавать демонстрационные экзамены. Их мы переносим, даты проведения, да, и, соответственно, в должных условиях они сдадут и завершать свое обучение и получить диплом. Ну, это не может не радовать, Миргуна Афанасьевна. Хочу поговорить. Я понимаю, конечно, что многие уже к экзаменам готовы. Все-таки еще впереди несколько важных экзаменационных дней. Как вот подготовиться к экзамену, как себя настроить как специалист? Есть ли какие-то лайфхаки, ноу-хау и советы? Ну, я так думаю, что универсальных советов тут нету, да, потому что, конечно, каждый готовится так, как он для него удобно в подготовке. Да? Кто-то весь год готовился, кто-то за 2 недели, может быть, что, конечно, не приветствуется, да? А кто-то знал, что будет сдавать эти экзамены еще 3 года назад. Да? Ну и, соответственно, уровень подготовки. Так? Конечно, перед экзаменом нужно все-таки отдохнуть, а не зубрить все, что мы проходили за 11 лет, да, обучения, в одну ночь. Здесь необходимо немножко, наверное, развеяться, прогуляться спокойно, значит, отдохнуть вечером и выспаться.
так. Ну и к экзамену уже прийти заблаговременно, не впритык к началу экзамена. Мгм. Ну, я вот по своему опыту, это было, конечно, давно, 11 лет назад, но я вот впритык к началу экзамена в ночь эти КИМы тогда еще, я не знаю, сейчас есть КИМы для выпускников или нет, но я вот их листал в надежде на то, что мне попадется вариант, который я знаю. И как вы сдали? По-разному. Гуманитарные профили я сдал хорошо, математику чуть хуже, но, собственно, склад ума у меня такой. Давайте все-таки вернемся от меня ко всем остальным нашим выпускникам. Дальше сразу же еще один важный этап — выбор профессии. Есть ли, опять же, универсальные советы, как определиться, кем быть? А здесь я бы сказала, что как раз-таки Министерством просвещения Российской Федерации и регионами выстроена уже система профориентационной работы, да? Точно так же, как значит, по понедельникам идут у нас внеурочные занятия, разговоры о важном. Да, по четвергам в школах проводятся занятия дополнительные. Так, «Россия. Мои горизонты». Это когда, значит, для наших классных руководителей, для наших педагогов методическое подспорье, да, когда учитель, он же может и не знать разные профессии, да, все профессии, да, а тут получается у него методический материал для того, чтобы проводить эти классные занятия. В год, значит, таких занятий предусмотрено, по-моему, 25. Да, каждый четверг, и, соответственно, учитель вот со своим классом, значит, проходит темы, да, ну, допустим, биотехнологии, да, какое там развитие у нас должно быть, да, инженерные науки, да, и на примере вот уже в российском масштабе, да, вот эти вот уроки, видеоуроки, какие-то тесты и так далее, они уже заложены в систему, и каждый классный руководитель может их использовать. При этом там же еще и есть по классам, да, то есть для 6 класса свой материал, для 11 класса будет другой. Да? Кроме этого, это проекты такие, как «Билет в будущее». Да, значит, когда значит, наши школьники в среднем звене уже узнают и пробуют себя в какой-то профессии, да, когда не только теоретические знания, да, это не только тестирование их знаний, они, как вы сказали, вы гуманитарии, да, это можно было сейчас, да, есть инструментарии, которые оценивают вот как раз-таки направленность, да, ну и плюс попробовать поработать, будь то там сварщиком, поваром, либо журналистом, да, как раз-таки вот эти вот проекты, они способствуют для того, чтобы школьник мог попробовать разные направления и выбрать уже для себя приемлемые. Да. Ну и плюс у нас же даже открываются целые специализированные школы и классы. Вот, допустим, на Вилюйском тракте есть специальная школа, в которой агротехнологиям, там шитью костюма, всяким сантехническим историям обучают буквально 6-7 класса. То есть дети уже знают тогда, кем они, возможно, будут в будущем. Вот как раз-таки вы правильно заметили, прямо в школе уже, значит, обучающихся нужно готовить к будущим профессиям. Да? Это не просто профориентационные мероприятия, а углубленная подготовка по отдельных предметных областей. Да? Инженерные школы, это значит, обучающиеся должны проходить, значит, физику, информатику, математику профильную. Да? Если мы выбираем, естественно, научные направления, то, соответственно, это будущие химики-технологи, биологи, да, и так Агрономы далее. даже, Да. очень важно. Ну и у нас есть практики, когда школы взаимодействуют с вузами, с колледжами, да, и дают рабочую профессию в стенах школы. Да, будь то малая медицинская академия, либо медицинский колледж дает рабочую профессию, допустим, младшая медицинская сестра, да, и это приветствуется. Более того, как раз-таки правильный выбор и база подготовки, они должны соответствовать той будущей профессии, которую планирует получить наш выпускник. Ну, смотрите, следующий этап, так скажем, взрослой жизни — это уже абитуриент, приемная кампания. Сколько учебных заведений готовы принять в этом году и какие новые направления существуют? Количество высших учебных заведений, да, и средних профобразования, оно не изменилось. Это 6 вузов и 42 колледжа техникума. Да. Значит, необходимо отметить, что уровень контрольных цифр приема за счет федерального бюджета в вузах, да, у нас составляет 5511 мест. Да, а в колледжах и техникумах вот в прошлом году было увеличение на 300 мест, и это порядка 6700 мест
бюджетных. При этом 55% это прием на базе 9 классов. Так, значит, ну, направление, конечно же, контрольные цифры приема, они формируются в соответствии с прогнозом, значит, социально-экономического развития региона. Да, если мы говорим, что нам необходимы, значит, специалисты, кадры, значит, в промышленности, то, соответственно, это направление будет, значит, увеличено. Да. Последнее время, вот последние 4-5 лет, это Вы вот сейчас как раз секрет таки... раскрываете, я не знал, что это так работает. Обязательно так, да. Вот, допустим, по медицинскому направлению у нас открылись большие центры медицинские, да. У нас развивается, значит, первичное звено здравоохранения. Ну, соответственно, за последние годы мы увеличили более чем на 30% прием по, значит, здравоохранению. Сейчас вот настала пора, видимо, обратить внимание на педагогические направления. У нас уже острая нехватка ощущается педагогических кадров не только на селе, да, но и в городе Якутске. И поэтому мы планируем тоже контрольные цифры приема ориентировать на увеличение, расширение подготовки по этим направлениям. Так как вы спрашивали про изменения, да, то существенное изменение этого года – это вот как раз-таки по целевой подготовке. Когда абитуриент уже принимает для себя решение, что будет работать, поступать в это направление, в будущем работать в конкретной компании, то он может заключить целевой договор с этой компанией. Да. Здесь и заказчиками в том числе выступают наши органы власти отраслевые. Да. Значит, и существенное изменение этого года, значит, целевой прием у нас будет проходить через платформу «Работа в России». По всей Российской Федерации. И как раз-таки те предприятия, которые планируют заключать договора с абитуриентами, до 10 июня должны зарегистрироваться в этом портале и заявить свои целевые места. А потом уже с 20 июня начнется приемная кампания для абитуриентов, и тогда абитуриент может в этом портале подать документы через госуслуги и найти себе целевое место. При этом здесь, так как портал России, да, то и, соответственно, ограничений здесь практически нету. Абитуриент может выбрать, значит, попытаться заключить целевой договор с компанией, ну, допустим, находящейся в другом регионе, да, допустим, либо вуз, который находится в другом регионе, будь то московский, либо там хабаровский и так далее. Так? Ну и компании. Да, они могут заявить уже целевые места на федеральные бюджетные места в любом вузе по своим требующимся направлениям. Так? И вот как раз-таки сейчас, вот так как это первый опыт такой, да, то здесь особое внимание правительства и Российской Федерации, и нашей республики, да, каким образом мы в этом году ориентируемся, и заказчиков, и абитуриентов. Так, поэтому, значит, вот, допустим, на примере педагогических кадров в этом году план приема в Северо-Восточный федеральный университет по целевому обучению, да, на бюджетные места, да, это 260 мест. 260 мест будущих педагогов. И как раз-таки сейчас министерство проводит работу со школами, детскими садиками, колледжами для того, чтобы они уже заявились на этой платформе со своей потребностью в будущих педагогических кадрах. Да, а потом уже настанет пора, когда будут абитуриенты со своим родителям определяться, что они станут будущими педагогами. И вот наша задача вот заполнить эти все 260 мест. Надеюсь, у нас все получится. И вот для того, чтобы облегчить, значит, выбор профессий и образовательных организаций и заказчиков, да, значит, мы с 1 июня откроем штаб абитуриента, да, и плюс единый вход, да, это колл-центр вместе с чат-ботом. То есть в этом плане удобство для абитуриентов и их родителей, надеюсь, обеспечим. Цифровизация полным ходом у нас даже здесь происходит. Иргона Афанасьевна, хочу спросить вопрос, который, наверное, волнует все поколение, мое поколение, меня чуть позже. С 25 года глава Минобрнауки Валерий Фальков сказал, что понятие бакалавр больше не будет существовать, будет высшее и высшее специализированное образование. Что делать тем, у кого на руках только диплом бакалавриата?
Диплом бакалавриата, магистратуры и так далее, оно, конечно, значит, списываться не будет, оно все равно будет признаваться. Да? Сейчас Министерством науки и высшего образования проводится большая работа по разработке этих подходов к новой системе высшего образования Российской Федерации. Да? Насколько я знаю, сейчас апробация проходит в 8 вузах страны, да, по основным отраслям. Да, значит, допустим, по добыче полезных ископаемых, это Горный университет в Санкт-Петербурге, да, по педагогическим направлениям, это Московский городской педагогический университет, да, в этом направлении вот большой коллектив этих университетов вместе с другими партнерами, значит, разрабатывает подходы. Допустим, это будет базовая подготовка, где ядро будет получаться в течение 2 лет, далее специализации еще 2 года, углубленная подготовка год-два. Да, при этом эти проекты предусматривают получение компетенций в каждый семестр, значит, студентам, да, то есть, соответственно, если 6 лет обучения, значит, и, соответственно, столько же компетенций необходимо будет наработать этому студенту, да? Плюс возможность получения рабочих профессий по тем направлениям, где это требуется, да? Ну и возможность повысить в аспирантуре, ординатуре данные направления. Конечно, оно будет предусматриваться. Ну, резюмируя, собственно, подобное разделение пойдет только в плюс, а предыдущие полученные знания, они останутся ликвидными. Ергона Афанасьевна, импортозамещение — тема, которая волнует, наверное, всю нашу страну последние, если не 2 года, то, если не 3, то 2 года точно. Как санкции коснулись системы образования и как, самое главное, их удалось преодолеть? Ну, я бы хотела бы вас подправить, да, импортозамещение у нас с 2014 года, да, сейчас мы говорим о технологическом суверенитете нашей страны, да, когда и технологии, и наука, значит, у нас в стране должны развиваться для того, чтобы производство, промышленность у нас была своя, российская, да, ну и, конечно же, как оно, значит, может быть без кадров. Да? Соответственно, поэтому вот как раз-таки вот начало нашего разговора по профильному обучению, про профориентацию, необходимость ориентирования, подготовки, значит, под потребности и так далее, это все мы говорим о нашем технологическом суверенитете. Плюс еще к нему, да, параллельно, конечно же, это воспитание. Да, воспитание в тех традициях, которые заложились у нас в Российской Федерации. И вот в этом ключе вот как раз-таки в рамках технологического суверенитета Министерством просвещения Российской Федерации определено, что значит, мы будем сейчас работать в суверенной системе образования. Да, и как раз-таки идет разработка этой программы. Буквально на днях министр Кравцов Сергей Сергеевич дал нам поручение регионам, да, чтобы до 1 июня мы уже разработали свои подходы, значит, региональной суверенной системы образования. Мы над этим работу начали, надеюсь, что у нас все получится. А то, что касаемо вот как раз-таки оборудования, как вы представили, да, конечно, значит, закупка оборудования, так же, как и по всем отраслям, наверное, да, в технических заданиях идет с формулировкой, чтобы это были отечественные производители. Да, и программное обеспечение, и техника, конечно, мы на это ориентированы, и закупки таким образом производятся. Ну вот из самых ярких примеров, допустим, в 2020 году все сидели в Zoom на удаленных уроках, сейчас мы уже все сидим в Сферуме. Да, да. прекрасной платформе от ВКонтакте. Я знаю лично преподавателей, которые пользуются, ни капли не пожалели, что перешли. Давайте еще один важный блок детскому отдыху посвятим. С 1 июня начнет активная уже организация детского отдыха в Якутии. Какие лагеря работают и, самое главное, как отправить ребенка? Ну, как раз-таки в начале мая мы в соответствии с порядком утвердили реестр лагерей. Их в этом году у нас получилось 555, да, значит, в которых более 54 мест будут обеспечено. Но тут необходимо сказать, что большинство из этих лагерей — это лагеря дневного пребывания, так скажем, да, на базе общеобразовательных
организации, когда школьник, значит, посещает дополнительные занятия у себя в родной школе, да, допустим. Так, значит, и, конечно, живет в своем доме, да. Кроме этого, у нас есть и государственные лагеря традиционные, да, которых мы ведем набор за счет государственного бюджета. Ну и, конечно же, выезды наших обучающихся на летний отдых, на моря. Да, значит, через портал госуслуг у нас набор в этом году с 15 мая начался, да, но тут необходимо, конечно же, сказать, наверное, что у нас в этом году был переход на новое программное обеспечение, в связи с чем, да, какие-то технические неполадки у нас, к сожалению, были, да, это нужно признать, но мы работу ведем, и, надеюсь, в следующий, значит, раз прием заявлений у нас пройдет без эксцессов. Да. В части новшеств, которые есть у нас в летнем отдыхе, необходимо отметить, что благодаря поддержке руководства республики, да, у нас в этом году детей, участников СВО мы будем направлять за пределы республики. В прошлом году анализ показал, что есть большая потребность на это, да, значит, и мы в этом году 960 ребят должны направить в Краснодарский край на отдых. Да. Кроме этого, тут необходимо, наверное, для родителей, для школьников сказать, что те федеральные большие лагеря, да, значит, это Артек, Орленок, Океан, Смена, да, значит, они ведут свободный набор, да, значит, в свои смены. Когда благодаря тем достижениям, которые имеются у ребенка, он может сам заявить на портале «Путевка», да, значит, свою заявку оставить, да, и, возможно, открытым отбором пройти, значит, и отдохнуть в этих лагерях. Да, это вообще, да, самостоятельно, да. Но это, опять же, вот отбор по всей Российской Федерации, да, благодаря тем успехам, которые он наработал, вот, участие в школе, участвуя в конференциях, олимпиадах и так далее, да. Значит, и еще новшество этого года у нас, так, это порядка 400 мест у нас ежегодно создается для, значит, на базе коррекционных школ. Да, это будь то в Алдане, в Якутске. Да. А в этом году мы открываем первый раз на базе речевой школы здесь, да, в городе Якутске, коррекционный лагерь для инклюзивных детей, да, у которых есть проблемы с речью. Да, тогда, значит, отбор у нас будет вот в конце мая месяца, да, значит, планируем, что это будет 2 смены. База в коррекционной школе с нарушениями речи очень хорошая. В прошлом году это вновь введенный новый объект. Значит, это будет, планируем, что это будет 2 смены по 60 мест. И, в принципе, значит, тем самым мы расширим места для наших детей с ограниченными возможностями здоровья. Миргуна Афанасьевна, давайте еще раз вернемся в Намский район. Как, вот я уверен, что Министерство образования в том числе организует и летнюю занятость для детей, которые находятся в Алекминском, Намском районе, где пострадали от паводка. Да, действительно, здесь необходимо на это обратить острое внимание, да, особое внимание. У нас, кроме того, что вот запланированные лагеря, значит, в Намском районе, они подтопленные, то есть, соответственно, мы в июне месяце уже должны будем особые усилия сделать для того, чтобы открыть их в должном образом, и проверка соответствия требованиям у нас повторная пойдет, да. Значит, но кроме этого, конечно же, ребятишек, значит, с подтопленных территорий мы будем вывозить в лагеря, да, будь то в районе, в республиканские, либо за пределами. Сейчас у нас есть заявка от Намского района на 315 мест, да, от Алекминского района для 78 ребят. С УЛУСами сейчас мы работу проведем, как я уже сказала, кто-то будет отдыхать в районе, кто-то здесь в городе Якутске, кто-то выедет за пределами, да, и как раз-таки мы должны теперь заявиться на, значит, дополнительные места для их отдыха. Миргуна Афанасьевна, давайте в заключении на такой душевной ноте предлагаю закончить наш с вами сегодняшний диалог, обращение к выпускникам, что вы можете им пожелать, какое напутственное слово?
Ну, выпускникам главное, значит, сосредоточиться, успокоиться и хорошо, спокойно сдать. Я так думаю, что знаний у всех достаточно для того, чтобы, значит, хорошо сдать экзамены, да. Ну, кроме выпускников у нас есть остальные школьники, да, которые планируют 3 месяца отдыхать, веселиться, загорать, купаться, да, а возможно и работать, да. Поэтому этим ребятам тоже хотелось бы, чтобы каникулы прошли насыщенно, да, весело и с новыми силами 1 сентября в школу. К новым знаниям. Нургуна Афанасьевна, я вас благодарю за интересную беседу. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо вам, Петр. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.